Привет всем! Сегодня мы находимся на Лосиных сейчас. С Покровска темп у нас очень хороший. Велосипедист участвует в... Чтобы не повторяться. Видно, что я немножко усталая уже. Начинают болеть колени. Едем в Покровск на Лосиные бега. Сегодня у нас состоится гонка, посвященная 80-летию Великой Отечественной войне. Старт будет в городе Покровск, возле Дворца спорта, в сторону Хатас. Где-то около 64 километров мы должны сегодня проехать. Я стартую в категории МТБ женщины. Вот меня Васюта Степанович везет, мой водитель. Вот сзади загрузили велосипед. Настроение отличное, погода отличная. Будем думать, что ветер будет у нас попутный. Привет всем! Сегодня мы находимся на Лосиных бегах. Вот организатор. Да. Дмитрий, представьтесь и расскажите, как сегодняшний день пройдет у нас. Круто! Круто! Такие вкусняшки дают. Смотрите вот на этот классный гель. И что здесь у вас дается? Ой, мама. У меня номер 52. Это я закреплю стяжечкой на свой велик. Здесь дается какой-то супер батончик и классный гель. Вот. Народу много, да? Народу пресс. А водички не будет? Приятного аппетита. Люди подкрепляются, готовятся. Вообще народу много. Короче. Да. Добрый век. Какой я дал? 51-й. Артемий. Ветеран условный? Да. Артемий Артем. Да. Народ готовится. Это первый старт этого года. Или нет? Хотя нет, у нас же были эти ледовый клещ. Помимо этого был еще гонка 23 февраля, поэтому это, наверное, третий старт. Третий старт. Народу много. Машин много. Сейчас доедет сильнейший. Надо еще размяться. Сейчас буду разминаться. Вот Инна, поприветствуем участника в категории Gravel ветераны. Человек, который начинал буквально с нуля и сейчас уже опытный велосипедист, участвует во многих велопоходах и гонках. Вот приобрела какой велосипед? Приятного аппетита, кстати. Вау, шикарный велосипед, уже второй ее по счету велосипед. Вот. Прокачала skills и купила сразу на новый велосипед. Замечательно. Золото возьмешь или серебро? Все приехали. Ну, как получится вообще доехать будет, да, Дима? Так, Борис не приедет. Надо уложиться в лимит. Сколько? 3 часа 45 минут. О, оказывается. Что, Адель, расскажете про сегодняшнюю велогонку? В качестве кого вы сегодня приехали сюда? Я сегодня предмет интерьера, помогайка. Погода сегодня прекрасная, я думаю, пройдет все классно, все доедут, надеюсь. Отлично. Без проколов. Будете нам помогать, поддерживать, кричать? Я буду кидать яйцами. Закидывайте яйцами моих девушек в моей категории, да, чтобы я пошла первой. Перед вами опытная велосипедистка Анна, велопоходница из группы Мастерниковцы. Вот. Сейчас она выехала на свою первую гонку в этом году, да? Сколько лет был перерыв? За последние 3 года. Расскажите ваши впечатления. Я уже давала несколько интервью. Чтобы не повторяться, прорвемся. Отлично. Ну, наверное, опыт, как говорится, не пропьешь. Да, порох в пороховницах есть, поэтому я думаю, Аня вообще прорвется и приедет, наверное, первой. Меня, кстати, в этом году записали в группу ветеранов, с чем я не согласна. А там с какого года вообще, с ветерана? По 85-й. По 85-й, да? У меня еще нет 40. Ну да.
Такой велосипед. Сколько этому велосипеду лет? 5, по-моему. 5, да? Классный велосипед, Мерида. Вот. Ну, Аня, желаю тебе Из удачи. них 3,5 года он не ездил, так что... Да, был на таком отпуске, да? Да. Трехлетнем отпуске декрете был. был. В декрете был. Мы его отправили в декрет. Ну, велосипед тоже, да, должен отдыхать. Вот, а сейчас вы готовы прорваться вперед, да? 64 километра. Ура! Приходите, участвуйте. Здорово. Удачи! Единомышленников полно, знакомых полно. Да, встретиться, да? Такой Да, праздник, просто фестиваль. встретиться, Ага. здорово. Классно, спасибо. Удачи вам. У нас разминается чемпионка. Сейчас у нас будут соревнования по велоспорту «Лосиные бега» по маршруту Покровск-Якутск. Маршрут у нас будет следующий. Мы здесь встаем на дорогу и в 12:00 запускаем общий старт. Потом мы едем туда по проезжей части, выходим на Покровский тракт и едем до Якутска. Расстояние 63 километра. Финиш у нас будет на 12 километре. Это не доезжает до Хатас. Там будет такая кафе, но оно не работает. Но я там буду стоять, короче. Флаги будут, да? Да, вот эти флаги там будут. Там на Покровском шоссе еще есть тротуар, по тротуару лучше не ехать, потому что он там внезапно кончается. Едем по проезжей части, соблюдая правила дорожного движения. По правой стороне у всех должны быть каски, работающие тормоза. Сзади будет ехать автобус сопровождения. Если кто-то сойдет, в этот автобус можно будет загрузиться. Номер автобуса 503 номер, если что, тормозите его. 503 автобус. Он за всех будет ехать, да? Да, сзади она. Спортсмены должны уложиться за 3 часа 45 минут. А те, кто не уложится, те, соответственно, выбывают. Да, в конце не расходитесь. А те, кто не получил медаль, получат сертификат на память. Даже те, кто выпал? Да, все. Те, кто зарегистрировались. А до скольки ждать будут? До 3:45. Нет, а опоздавших? Опоздавших? Выпавших? Ну, те, кто выпал, уже получается, они не участвуют. Им надо сесть на автобус или типа того. Сертификаты тоже не получают, да? Если будете сходить с дистанции, обязательно сообщите. Вам надо автобус ждать, чтобы сертификат можно попозже получить, в принципе. Ну, там разберемся. Так, что еще такое? 8 минут до старта. Финиш, не сказали. До старта 8 минут. За 3 минуты, через 5 минут вот там начинаете собираться Идем, да? на дороге. Все, ребята. Даже если нет, то Вот у нас идет такой старт. Дворца спорта, народу много. Красота. Я еду на таком велосипеде. Мой любимый куб МТБ Байк. В общем, и только вперед, только вперед.
Саней едем сейчас с Покровска. Темп у нас очень хороший идет. 22-30 км в час. Ветер попутный, солнышко, деревья, все хорошо. Мы стартанули ровно в 12, сейчас без 10 час, а мы уже проехали Улаханан, приближаемся к Ортодойду. Вот. Участников много, автобус проехал. Вот, в целом все отлично. Так, по состоянию вообще легко катится. Едем, проехали Техтюр, сейчас подъезжаем к Актеницам. Состояние такое уже, начинает болеть колени. Проехали в общей сложности 33 километра, час 30 уже едем, показывают мои часы. Ну, вообще состояние хорошее, но что-то у меня пуга начинает болеть и колени уже начинают поднывать. А так, погода отличная, Аня вон едет впереди, вот. Все супер, все отлично. Красота. О, еще 30 километров надо преодолеть. Там идет Табагинский подъем. Какие люди! Мы с Ванютой на подъеме. Вот финишная прямая. И на красота. Я к вам не просто так, а с интервью. Привет, ребята. Расскажите, как вы сегодня проехали гонку? Мостик скажет. Да? Как состояние? Нормально. Погода отличная? Конкуренция это самое. Народу не особо много собралось, я так думаю, да? Да. Погода отличная. Чуть-чуть ветрено. Такой синоптик, да? Чувствую коленями, да? Ну, в принципе, нормально тоже. Как бы. Что сказать? Ну, участниц мало было. Я, например, в своей категории одна, но в абсолюте я вторая приехала. Опять каждый год вторая. Ветрено было, ветер боковой здесь. Вот вначале было классно, да? Был прям попутный ветер, по-моему, вообще здорово. А потом вот здесь где-то... Половину дороги я ехала с ребятами, потом я от них отстала на качелях, когда вот эти вот спуски начались. И еще дорогу одна ехала. Сложно. А вот этот асфальт, который плохой асфальт, где Владимировка, он как вам? Никак не отразился? Плохо. Руки завтра будут болеть. У меня, да, будут болеть. Прям уже чувствую, особенно левая рука болит. А так вообще довольны сегодняшними результатами и вообще гонкой? Да, супер. Сегодня люди что-то не разговорчивые. Я подхожу ко всем, люди такие, все хорошо. Очень тяжело. Я еле доехала. Уложилась я в эти 3:45. Я такая довольная, но я так устала. Я тоже очень устала и приехала последняя, чуть не ДНФ. Вот это правда жизни. Надо сильно устать. Это что они говорят, что все хорошо, потому что они здесь уже за целый час чилят, нас ждут. Успели отдохнуть, да? Ну, успели отдохнуть. Я тоже уже успела отдохнуть. Погода в этом году вообще очень классная. Благодать, да? В прошлом году дождь был. В прошлом году было очень холодно. Я помню, я поехала в этот, почти чуть ли не в пуховике. И было некомфортно. А сейчас я поехала только в одной футболке, получается. И на подъеме мне было прям очень жарко. Очень жарко. Я прям обрадовалась, что я сняла вот эту перед стартом. Я сначала думала замерзну, но потом, оказывается, нормально. Ой, здорово. В общем, классная была гонка. Ты как доехала? Ой, я доехала хорошо. Сначала у меня было все идеально. Ничего не болело. Я стартанула вместе с Аней. Мы еще подумали, давай друг друга менять. Короче, ехали, болтали там про дочку. Короче, туда-сюда.
И потом, короче, как-то после техтюра у меня начали болеть колени. Я закинулась с гелем, меня отпустило. Подъем пережила. Вот. А потом дальше начались вот эти качели тоже непонятные. И самое страшное, меня убил тот асфальт на Владимировке. Вот когда плохой асфальт, видимо, колеса у меня еще такие перекачанные. Все на колени, все вот здесь, короче. Так, все у нас там, по-моему, это все, награждение. Ура! Привет, Кап, расскажи, в качестве Привет. кого ты сегодня здесь? Да, я вот впервые или не впервые у тебя на топовом канале велосипедном, там уже, наверное, 100 миллионов подписчиков. Но если ты не в этих 100 миллионах, то можешь смело подписаться. Хорошо. Да. Сколько у тебя там уже? У меня не так много. У меня просто, я сейчас вообще забросила его на самом деле. Вот сейчас думаю, надо оживлять его. Я, кстати, тоже забросил. У меня уже полгода ничего не выходило, так что вы тоже на мой канал тоже подписывайтесь. Да, я вот, кстати, ссылку могу там прикрепить, если что. Ну, я мимо проходил, на самом деле. Проезжал. Я видела, как ты снимал участников, брал интервью. Да. Всех собрал уже. Да, я тут мимо проезжал на машине, решил, а почему бы и нет? Телефон есть, ну давай снимем. А что не в качестве участника? Ну, я уже далеко старый, уже давно участвовал, в 17 году, поэтому вернуться обратно в спорт очень сложно. Ну и как бы, не знаю, тренироваться надо, потому что одно дело как бы просто кататься на велосипеде, а спорт это другое. То есть же такая пословица: физкультура лечит, спорт калечит. Если без должной подготовки выйти на старт соревновательный, можно себе и сердце убить, и колени там, и все на свете. Поэтому прежде чем стартовать вот на такие дистанции, все-таки в моем случае надо тренироваться там минимум 2-3 месяца, иначе могут какие-то последствия быть. Так и есть. Сегодня я на себе ощутила боль коленей. Вот, еле финишировала, так сказать. Но если цель просто доехать до финиша, то можно просто в свободном своем темпе поехать. Ну просто если я сяду на велик на трассу, то у меня сразу старая мышечная мозговая память проснется, я на все деньги буду педалировать, а тут уже как бы другое совсем. Просто так я не могу кататься. Понятно. Спасибо тебе за интервью. Удачи твоему каналу, процветания. Спасибо. Фото ничего не видно. Против солнца стоит. Против солнца, Мужчины, ветераны шоссе. Я это чувствую. Борис, ты чувствовал? Болел, да? Болел. Мужчины, ветераны шоссе. Зыков, Михаил. Должен был выиграть. Шапкин, Сагин Андрей. Который из них? Горе мужчины, Швед. Еремеев Сергей. Кимов Василий. Михаил.
Мужчины, ветераны. Тананов Константин, Васильев Евгений, Игорь Петров. Поздравляю, молодцы! Где Игорь? Надо было наоборот лицом к солнцу. Мама, вперед! Мужчины, ветераны МТБ. Макаров Ярослав. Шахраманов Дмитрий. Яковлев Владимир. Болею заказать. Женщина МТБ. Корова Анастасия. Соловьева Победа. В своей категории. Тоже место. Первое, второе место, да? О, первое, второе. Видите, победа? Вы говорите. Река последняя приехала. 3:41. Серебро есть, да? Женщины-ветераны МТБ. Тирон Анастасия. Максимова Екатерина. Яконова Мария. Ветераны? Во-первых, Он так занял какое-то место, да? Как ты занял через, да? Сейчас женщины Гребел. Щербачкова Мария. Выгодная победа.
В общем протоколе Смотри, еще сделали так. И женщины-ветераны Гребл, Вот Евсеева, в категории женщины. Габышева, Нельзя. Когда у нас были победители. И мужчины, и женщины. 2:05 их было, представляешь? Инна, да? Инна! Какое место? А все остальные получают Все остальные. Сертификаты. А что? Никто ничего не получил, да? те, кто без грамоты. Едем с лосиных бегов. Сегодня я, на удивление, получила серебро. Вот. Очень довольна. Приехала вообще где-то последняя, наверное, в 3:40 у меня финиш был. По моему лицу видно, что я прям вообще жестко устала, но мне очень понравилось. Вот. В целом ехалось легко. Вначале мы с Аней держались вместе, разговаривали, вообще было классно. Но потом у меня что-то колени забились, бедра, мышцы, и я уже вообще не могла ехать. Я вообще уже думала все остановиться